Казань во все времена была культурным и образовательным центром Поволжья. Гимназии, лицей, институты, университет и, наконец, консерватория, которая открылась в первые послевоенные годы 20-го столетия и отмечает 70-летний юбилей. Много это или мало, если сравнить с университетом, сказать трудно. Значимость определяется не количеством лет. Ее создание – итог нелегкого пути развития музыкального образования в республике. Создание консерватории имело большое значение для формирования татарской профессиональной музыкальной культуры. 13 апреля 1945 года правительство СССР приняло постановление об открытии в Казани государственной консерватории. А в октябре того же года начались занятия. Здание располагалось по адресу улица Пушкина, дом 1. Первое десятилетие было периодом формирования и становления учебного заведения. Консерватория в 1945 году обосновалась вот здесь, и решение было принято еще в апреле, до окончания Второй мировой войны, а начались занятия в октябре месяце. И начались они тоже примечательно. Это была дата, это был день рождения Жиганова. Он решил сделать себе подарок, и в этот день начались первые занятия в консерватории. Старожилы рассказывают, что еще долгое время в этом здании пахло карболкой, потому что во время войны здесь находился военный госпиталь, и первые профессора, которые приехали работать в Казанскую консерваторию из Ленинграда, из Москвы, они вынуждены были селиться прямо здесь, во флигеле. Тот период, пока они преподавали, они жили здесь, потом они уезжали, потом приезжали снова. В общем, такая была несколько военная мобилизация, но уже в сторону музыки. Это удивительно, то, что до окончания войны люди начали уже мечтать о мирной жизни и о самом светлом, что есть, о музыке. Надо учить детей музыке, надо дать им образование. Это хороший пример для нынешних руководителей министерств и ведомств. Вот, несмотря на самое трудное время, и, по сути дела, страна была почти разорена этой войной, вот это решение было принято в пользу прогресса, в пользу образования, в пользу музыки, в пользу общества, по сути дела. Я приехала в Казань за несколько дней до наступления 1952 года. Встретили меня на вокзале, какой-то человек меня встретил. Поехали в консерваторию, вот в это здание. Было темно, поезд приходил поздно ночью. Подъехали сюда. Сначала мне показалось даже как-то страшновато, потому что на первом этаже решетки железные. Я подумала, куда я попала. Но это было недолго. Тут же пришел проректор консерватории Владимир Григорьевич Акпрецов, который оказался удивительно каким-то и симпатичным, и простым в общении человеком, и повел меня к себе домой, в кавычках, потому что домом его в то время были 2 класса на 2-м этаже этого здания. Ну, первое время немножко я тоже жила в консерватории. Ну, главное, что здесь была удивительно доброжелательная и профессионально на очень высоком уровне была фортепианная кафедра. Вы знаете, в это время работал Григорий Михайлович Кован, который не только читал свои блестящие лекции по истории фортепианного искусства, но и вел класс специального фортепиано. И, например, его выпускницей была София Губайдуллина, которая здесь, в Казани, закончила консерваторию как пианистка
И после этого уехала в Москву, поступила на композиторский факультет Московской консерватории. Вот эти 50-е годы, то есть с 51-го и до 60-го, для меня были действительно самыми счастливыми, потому что учеба в консерватории и, знаете, ну, учеба студенческие – это действительно самые счастливые дни. Атмосфера в то время была просто, ну, какая-то домашняя и вообще семейная такая. Студентов было мало, педагогов было мало. Работали все с потрясающим энтузиазмом. Это вообще в обществе тогда было. Это послевоенные годы, после разрухи, все восстановления. И, вы знаете, замечательные люди работали в консерватории. Григорий Михайлович Коган, преподаватель, профессор, Владимир Григорьевич Апресов, Альберт Семенович Лемон. И, вы знаете, у меня особое, конечно, к Владимиру Григорьевичу, моему педагогу, но был замечательный преподаватель оркестрового класса. Это был Исай Эзрович Шерман. Шерман учил учеников вот оркестра, так как я не помню, что после него кто-то вот так учил оркестровой игре. И это было замечательно. С Моносыповым мы вот в этом замечательном фойе, которое мы называли коридорной кафедрой, мы играли танцы. Так что все было. И труд такой вдохновенный в то время, и отдых. Действительно, и по-человечески мы все очень дружили. У нас были совершенно такие нередко неофициальные встречи, проводили праздники вместе, дни рождения. У Назиба Гаязовича был 15 января, а у Владимира Григорьевича Апресова 16-го. Ну и вот, значит, мы не отказывали себе в удовольствии погулять на их днях рождения. В общем, весело жили и хорошо. Было много музыки. Вот что я считаю главным, конечно. Музыки было много, потому что мы старались все, что можем, и подобрался, в общем-то, играющий коллектив. Все, в общем-то, играли, выступали с концертами. Иногда привлекали, ну, здесь были еще хорошие струнники, там скрипач Браун, виолончелист Браун. Мы много камерной музыки играли. А сейчас давайте пройдем в тот кабинет, в котором принимались первые решения, связанные с становлением Казанской консерватории. Там работал Назиб Гаязович Жиганов, композитор, выдающийся деятель музыкального искусства и образования. Пройдемте. Я всегда с волнением переступаю порог этого кабинета, и, наверное, это вполне объяснимо. Здесь очень много произошло. Сейчас здесь другая обстановка. Вот на этом месте стоял стол, за которым работал Назиб Гаязович. И вот сейчас эту стену украшает портрет ручной работы, на котором Жиганов творит музыку. Думаю, что он сделал очень трудную и очень благородную работу, и большая часть этой работы была проведена вот в этом помещении. При всех тяготах того времени консерватория начала работать.
И это лишний раз подтверждает, что люди искусства, они преданы ему не потому, что они хотят заработать этим способом, а потому что они без этого не могут жить. Я хочу вот открыть эту архивную ценность. Здесь первые документы об образовании консерватории. Первые приказы о назначениях. Приказ номер 1 от 23 июня 1945 года. На основании приказа Управления по делам искусств при Совете народных комиссаров РСФСР от 23 июня 1945 года за номером 602 с сего числа вступаю в обязанности директора Казанской государственной консерватории. Вот с этого все и начиналось. Первый, кого пригласил Назип Гаясович, это был его учитель по Московской консерватории Генрих Ильич Литинский. Замечательный знаток полифонии и мастер композиции. Он очень помог в профессиональном становлении Назипу Гаясовичу, и один из любимых учеников не забыл своего учителя и пригласил его преподавать полифонию в Казанскую консерваторию. Генрих Ильич преподавал полифонию в нескольких консерваториях: в Ленинграде, в Москве, в Казани и через год после открытия Казанской консерватории в Нижнем Новгороде тоже. Конечно, найти именно тех специалистов, с которых начнется это дело, было совсем непросто, особенно после войны. Отозвался Михаил Алексеевич Юдин, профессор Ленинградской консерватории. И не только отозвался, а привез всю свою библиотеку. И с этого фонды Казанской консерватории, книжные и нотные фонды начали развиваться. Владимир Григорьевич Апресов, замечательный музыкант, пианист, и он играл и на трубе тоже. Он поочередно возглавлял все кафедры, которые открывались. Фортепианную кафедру, кафедру духовых инструментов, кафедру струнных инструментов, с тем, чтобы организовать дело, привлечь специалистов. Как только кафедра начала существовать как самостоятельный, вполне крепкий организм, Владимир Григорьевич возвращался на свою должность проректора и продолжал помогать Назипу Гаясовичу строить консерваторию. Имена этих музыкантов, конечно, они навсегда, так сказать, записаны на скрижалях Казанской консерватории, поскольку благодаря их труду и отношению к искусству консерватория родилась. Это было совсем непросто. Поднимемся в концертный зал. Сколько поколений музыкантов с волнением преодолевали эту лестницу для того, чтобы пойти и сыграть экзамен или исполнить концертную программу. В первом приеме консерватории было всего около 40 человек. Но среди них была Софья Губайдуллина. И этот первый выпуск, он был ознаменован рождением всемирно известного музыканта впоследствии. А сейчас здесь фортепианный факультет. Сегодняшняя консерватория – это сплав по меньшей мере 4 поколений. И среди нас есть фигура замечательного профессора, очень талантливого человека, кто был как раз в начале становления консерватории. Она пришла сюда в 1951 году, Ирина Сергеевна Дубинина. Мы очень гордимся и дорожим тем, что среди нас человек, который передает живые традиции тех, кто
делал эту консерваторию и этот факультет. И мы, конечно, очень хотим, чтобы то, что делали наши предшественники, то, чему мы сейчас отдаем все силы, никогда не умирало. Но судя по тому, какие к нам приходят студенты, насколько у них живые и замечательные глаза, насколько они тоже преданы этой профессии, которая по современным меркам достаточно цинична, может быть, и не обеспечивает безбедную жизнь, но попробуйте их оторвать от этой профессии. Очень малый процент людей, которые у нас обучались, ушли куда-то в другие сферы. Их очень мало. В основном все остались при нашем деле, при нашем музыкальном образовании, при исполнительстве фортепиано. Вот. А что касается будущего, ну, трудно, конечно, сказать, потому что времена для культуры сейчас не очень простые у нас, надо быть откровенным. Но несмотря на это, все-таки то, что вот удалось сейчас открыть новые здания в консерватории, там, конечно, я считаю, большая очень заслуга Рубина Камировича, наверное, главное в чем, то, что расширилась очень консерватория. И очень много контактов, вот каких-то таких, опять же, зарубежных тоже. Я надеюсь, что мы все сообща как-то, думаю, переживем все сложности, а все, что хорошее, все наши достижения, они с нами все-таки останутся. На дверях концертного зала табличка «Концертный зал имени Сергея Васильевича Рахманинова». После того, как в 1996 году консерватории было присвоено имя Назиб-Гаязовича Жиганова, имя ее основателя, и прошло еще несколько лет, и когда консерватория вернулась вот в это здание историческое, и здесь обосновался фортепианный факультет, ученый совет консерватории принял решение назвать этот зал именем выдающегося композитора и пианиста. Вот теперь это концертный зал имени Сергея Васильевича Рахманинова. Заглянем, посмотрим, что там происходит. Человечество еще не придумало другой, более совершенной программы воспитания музыканта, чем инвенции Баха, пьесы Чайковского, Шопена и так далее. Здесь можно целый ряд провести, и какие бы современные, так сказать, взгляды мы не испытывали, мы должны помнить, что Западная Европа всегда завидовала и очень ценила российскую систему образования, которая начиналась буквально с 6 лет и продолжалась до окончания вуза. Вот. Мне кажется, что эту главную ценность, вот эту лестницу искусства надо беречь и укреплять. Шестидесятые годы – это очередной этап деятельности Казанской консерватории. В эти десятилетия произошли изменения, преобразования. В 1962 году консерватория получила новое здание,
Оно располагается на улице Большая Красная, бывшее здание обкома КПСС. Назибу Гаязовичу Жиганову пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться этого. Следующим важным достижением было открытие в 1960 году средней специальной музыкальной школы при Казанской консерватории с интернатом. В 1964 году приобретено общежитие для иногородних студентов. 8 декабря 1967 года состоялось торжественное открытие актового зала консерватории, позже переименованного в Большой концертный зал. Консерватория – очень чуткий организм. И, конечно, и как люди, которые его населяют, музыканты, реагируют на все перемены в обществе, перемены в окружающей среде. Традиции, которые мы стремимся развивать на современном этапе на кафедре хорового дирижирования и всего дирижерско-хорового факультета, они были основаны 70 лет тому назад. И связаны они с именем профессора Казачкова, который приехал по приглашению в Казань в 1947 году. До него основы факультета заложил Михаил Алексеевич Юдин, ленинградский профессор. В те годы работала Ирина Михайловна Ильина. Она работала не только педагогом, но она работала с хором ветеранов. Всем строительством факультета и кафедры занялся Семен Абрамович Казачков. Чтобы быть не очень расплывчатым, скажу, что одна из первых установок Казачкова гласила: преподавать может лишь тот, кто сам работает с хором. Научить чему-то может только тот, кто сам умеет это делать. И поэтому все педагоги кафедры работали с хорами. Традиции, которые начал Казачков, это общение с другими коллективами, общение с другими жанрами. Мы интенсивно работаем над крупными сочинениями с симфоническими оркестрами. Мы интенсивно развиваем содружество с другими консерваториями, с кафедрами. Мы пошли дальше в этом смысле. Мы очень в творческом отношении в содружестве с Петербургской консерваторией, с Московской, с Саратовской, Нижегородской, Уральской. С уральцами мы пели Губайдулину, ни много ни мало. Так что мы с такими дирижерами, как Лео Кремер, позволяем себе бывать очень часто в Германии, в Риме, исполнять великие произведения великих авторов. Это просто удивительно. Казанской консерватории 70 лет. Казанская консерватория – подлинный храм музыки, который вот уже столько лет существует, растет и процветает в России, в Европе. Казанская консерватория обладает своим особым характером и духом, являясь одним из самых значимых музыкальных центров России. Мне посчастливилось уже на протяжении многих лет, с 1989 года, иметь возможность работать здесь. И это просто настоящее чудо. Такое долгое сотрудничество стало возможным благодаря настоящей дружбе с ректором, профессором Рубином Абдуллиным. Я хотел бы выразить Казани и всем казанским друзьям огромную благодарность. Сердечно благодарю оркестр и хор Казанской консерватории. Отдельную благодарность я хочу выразить ректору Рубину Абдуллину, маэстро Владиславу Лукьянову. Я надеюсь на нашу дальнейшую дружбу и сотрудничество на долгие годы. В 1960 году 5 факультетам консерватории – теоретико-композиторскому, вокальному, дирижерско-хоровому, оркестровому, фортепианному – прибавился новый – факультет народных инструментов. Кафедру обосновали
как мы их называем, наши три кита в 1961 году. Это Василий Павлович Плетнев, Анатолий Васильевич Тихонов и Николай Алексеевич Черняев. И вот с того времени, уже прошло уже более 50 лет, кафедра помнит и идет по линии, которую как раз дали точное направление вот эти вот наши основатели. И сейчас на кафедре очень такая, скажем, есть молодежь, есть зрелые музыканты. Большое внимание уделяется исполнительству на кафедре. У нас все педагоги играющие. Естественно, это подбадривает и дает определенный стимул студентам. Студенты очень часто выступают и на концертах, участвуют в конкурсах международных. Часто выезжают в другие регионы, из рубеж. Музыкальное искусство развивалось стремительно. И очень много было создано в эти годы сочинений, и значительно расширился союз композиторов, и появились новые авторы, выпускники консерватории, которые учились уже здесь. Новое поколение музыкантов. Не так давно прошел юбилей Союза композиторов. Нашей творческой организации исполнилось 75 лет. И вот сейчас должен состояться юбилей консерватории. Этими двумя крупными музыкальными организациями долгое время руководил Назим Каязович Жиганов. Он стоял у истоков создания и Союза композиторов, и консерватории. В последнее время выпускники консерватории, яркие, талантливые музыканты, приходят к нам в Союз композиторов. Это и Елена Анисимова, Эльмир Низамов, Эльмира Галимова, Юлия Бекбулатова. Хотелось бы пожелать, чтобы таких вот талантливых людей было больше, чтобы наполнялся наш Союз композиторов новыми силами. И хочется пожелать в преддверии вот юбилея коллективу Казанской консерватории и вообще всем педагогам. Я сама лично очень многим из них благодарна, потому что меня связывали тоже долгие годы и учебы, и в дальнейшем творческая и личная дружба со многими преподавателями, профессорами. Хочется пожелать, конечно же, новых успехов. И хотелось бы, чтобы наши выпускники украшали афиши многих театров, учебных заведений, и чтобы они пополняли и наш творческий союз. Заметным событием музыкальной жизни Казани стала установка органа в 1972 году в актовом зале консерватории. В 1978 году орган появился и в малом зале консерватории, ныне зал камерной и органной музыки. Выпускник фортепианного факультета, класс профессора Моназона Рубин Абдуллин стал первым казанским органистом. 21 декабря 1988 года на расширенном заседании ученого совета ректором Казанской государственной консерватории был избран Рубин Кабирович Абдуллин. Первый ректор консерватории Назим Каязович Жиганов, композитор, педагог, общественный деятель, отдал консерватории огромную часть жизни. Он возглавлял ее на протяжении 43 лет. Это была эпоха Жиганова. Конец 80-х годов начался новый период развития консерватории, новая эпоха. Консерватория, конечно же, изменилась за все эти годы. Изменилось все: общество, общественные отношения, экономические реалии сегодняшнего дня. Очень многое диктует. Есть один тревожный момент. Музыка начинает превращаться в товар. И вот это меня лично очень беспокоит, потому что где товар, там выгода, там желание преуспеть, так сказать, в коммерции больше, чем преуспеть в искусстве. Я могу привести замечательные строчки Бориса Пастернака. «Опять Шопен не ищет выгод, и, окрыляясь на лету, один прокладывает выход
из вероятия в правоту. Вот в этих строчках очень много сказано о работе композитора, художника, о работе человека искусства. Об этом нельзя забывать. Я помню, что на одном из собраний Назим Гаязович провозгласил: теперь нам нужны исполнители. Исполнители самого высокого класса. Это было где-то в начале 70-х годов. И это все произошло. Произошло и настолько ярко, убедительно, что сегодняшний день консерватории это не только признанное учебное заведение, признанное во всем музыкальном сообществе, не только в нашей стране. Кафедра струнных инструментов Казанской консерватории одна из самых старых, и здесь у нас было как-то очень стабильная кафедра, так сказать. Казанская скрипичная школа за это время превратилась в одну из ведущих. Здесь у нас начали, в Казани проводилось очень много всероссийских конкурсов. Одно время каждые 4 года. Потом это, когда традиция со всероссийскими конкурсами в 90-е годы нарушилась как-то, этот конкурс начал проводиться в разных городах, но все равно вот постоянно он, такие зональные конкурсы вот у нас проводятся в Казани. У нас появилось много лауреатов, международных конкурсов, и то, что было раньше редкостью, международных, тогда и всесоюзные были, всероссийские. То есть, но я думаю, что не это показатель даже роста кафедры, а то, что, понимаете, вот у нас есть симфонический оркестр, прекрасный симфонический оркестр, он лауреат многих конкурсов, всероссийских, всесоюзных, и практически весь костяк этого оркестра – это выпускники, особенно скрипачи, это практически наши выпускники. Вот. То же самое можно сказать о оперном оркестре, о таких престижных оркестрах, как вот камерный оркестр, и, так сказать, оркестр современной музыки. То есть Казань, она живет очень насыщенной жизнью, и благодаря вот тому, что здесь вот у нас существует консерватория, и вот такая довольно сильная кафедра. Но что касается тех, кто работает, на кафедре у нас такой хороший баланс, что ли, так сказать, возрастной. Здесь есть люди такого, так сказать, поколения, которые застали таких маститых музыкантов, как Ойстрах, Янкелевич, Цыганов. Вот Марат Ахметов у нас преподает. Он один из первых лауреатов всероссийского конкурса. Он кончал аспирантуру в Москве у Цыганова. Афанасьев учился у Янкелевича непосредственно, знаменитого человека, педагога, который дал десятки лауреатов высочайшего класса. Ну, достаточно сказать, привести такие примеры, как Третьяков, Спиваков. Это уже имена говорят о многом. Бочкова, Школьникова. Вот. И есть у нас еще, так сказать, поколение, среднее поколение, это уже воспитанники консерватории. И молодежь, которая вот уже завоевала звание, они имеют звание лауреатов международных конкурсов, российских конкурсов. Такая насыщенная работа идет. У нас постоянно скрипачи, они выезжают вот с оркестром, часто за рубеж выезжают. Очень высокие отзывы о скрипичной школе. Наши традиции идут издалека, из консерватории старых самых наших, Московской консерватории, Санкт-Петербургская. Основатели были педагоги этих именно консерваторий. И поэтому уровень вот такой высокий, профессиональный, он сохранился и даже повысился, так скажем, потому что в те времена наша консерватория не могла достигнуть тех высот в международном уровне. Сейчас у нас очень много лауреатов международных конкурсов. Сильная пианистическая школа, вокальная школа тоже, ее уже оценивают. В Санкт-Петербург мы каждый год ездим со студентами, выпускниками, и нас уже оценили, нас знают. И по географии абитуриентов мы оцениваем
что нашу консерваторию знают и хотят именно у нас учиться. Хочется сказать, что в консерватории у нас всегда была на таком высоком уровне, и учитывая этот статус, я всегда очень критично относилась ко всему, что делается, и стремилась этот статус как-то поддерживать и не опускать. И я очень до сих пор хочу, чтобы мои студенты пели профессионально, неважно на какой сцене и что бы ни пели. Поэтому это обязывает прийти после таких великих педагогов, которые здесь держали вот этот уровень консерватории. Назип Гаязович очень был критичен и требователен. И это я очень, понимаете, держу для критерия самообразования, чтобы не опускаться требований, я до сих пор предъявляю своим студентам самые наивысшие. Консерватория – это тот этап в жизни певца, в жизни любого музыканта, который закладывает основу основ и который дает такой стержень и настрой, если это думающий музыкант, на всю оставшуюся жизнь. И консерватория в мои годы учебы это была консерватория с прекрасным образованием, с прекрасными педагогами и, безусловно, с очень душевным и трепетным отношением к своим студентам. Это очень важно. А консерватории я могу пожелать, и Галине Трофимовне я могу пожелать только здоровья. Самое важное – беречь себя в наше далеко не простое время. И консерватории хороших, умных, талантливых, фанатиков, студентов-фанатиков, которые любят, поскольку в консерватории нужно заниматься фанатичной музыкой. И вот эти 5 лет, такой короткий срок, должны забыть все утехи жизни, молодости и так далее, и заниматься только своей работой. Потом все наверстается и придет, но эти 5 лет, они невозвратимы. Это именно та база, которая основа, фундамент этого здания, на котором строится дальше все творчество. На 33-м Шаляпинском фестивале в опере «Борис Годунов-Мусоргского» принимали участие солисты Большого театра России Михаил Казаков и Алексей Тихомиров. Оба выпускники Казанской государственной консерватории, класс профессора Галины Ластовки и профессора Юрия Борисенко. Консерватория сегодня это 21 кафедра на 7 факультетах. Это полная партитура. Если мы возьмем и откроем партитуру симфонического оркестра, то там будут перечислены над каждой строкой все инструменты, на которых идет обучение в консерватории. Очень отрадно, что студенты нашей консерватории, они, конечно, из разных регионов и России. Лично у меня в классе учатся и из Казахстана, из Украины у меня учатся, из Подмосковья. У меня даже были ученики из Кореи. Это очень интересно в том плане, что вот эти все свои знания передаешь, и как-то по всему миру Казанская школа духовая распространяется. Это всегда отрадно как-то понимать, чувствовать, что наше дело и дальше будет продолжаться и идет. Я веду класс тубы. Мы ездим по всей России. Вот, география от Красноярска, наверное, до Краснодара. Были в Питере, были в Москве. Вот. Я не беру тут рядом Самара. Вот. Я везде свой класс вывожу, и я знаю одно, что когда мы приезжаем, мы как бы наводим на наших конкурентов немножко ужаса такого определенного. Вот. Говорят, вот приехали казанские. Вот. Много наших выпускников
и Казанской консерватории работают в Москве. Вы понимаете, мы не варимся в собственном соку, к нам приезжают наши коллеги, музыканты, педагоги из столицы, из-за рубежа, которые бывают членами жюри этих конкурсов и проводят здесь мастер-классы, консультации. Это очень важно для наших студентов, по-моему. И вы ездите, наверное, на мастер-класс? Ну, и мы ездим, естественно, и наши педагоги, потому что у нас сейчас, вот я бы хотел сказать, что вот так как сейчас 70-летие будет консерватории, уже наш юбилей, если сравнить прошлые года, когда один профессор преподавал и гобой, и фагот, несколько инструментов, сейчас у нас на каждый инструмент по 3-4 профессора-преподавателя, понимаете? Ну, хотя консерватория – это вуз творческий, музыкантский, и основу консерватории составляют музыканты-исполнители и профессора, и студенты. Вместе с тем в консерватории создается наука. То есть создаются научные труды, статьи, посвященные самым разным проблемам истории и теории музыкального искусства. И проблематика здесь самая широкая, от старинной зарубежной музыки до фольклора народов Среднего Поволжья. И я должен сказать, что вот эта разноплановость, разновекторность нашей научной деятельности, она делает очень специфичным нашу Казанскую консерваторию. И за последние годы провели мы целый ряд конференций, которые принципиально посвящаются проблемам национального. Это и конференции монографического типа, посвященные Сайдашеву, Жиганову, Ярулину. Это конференции, посвященные разным музыкальным культурам. Культуре кряшин, финно-угорских народов, русской музыкальной культуре, татарской музыкальной культуре в контексте развития национальных музыкальных культур Среднего Поволжья. И все это обсуждается в очень широком кругу ученых не только Казани, Татарстана, но и всей Российской Федерации. И вот нам очень важен этот контекст. Показателем нашего научного уровня является работа диссертационного совета по специальности «Музыкальное искусство». Сейчас мы выпускаем научный журнал «Музыка, искусство, наука, практика». Так что вот у нас достаточно широкая научная оправа деятельности консерватории. Музыковедческая специальность, в принципе, очень широкая. Она включает в себя много видов деятельности, но вот те виды деятельности, которые связаны непосредственно с контактами, например, с аудиторией, с просветительскими задачами, они решались всегда в каком-то ограниченном таком масштабе, и поэтому пришла такая идея организовать отдельную кафедру. Направления эти, они существуют достаточно давно, но не во всех высших учебных заведениях они представлены, даже можно по пальцам посчитать где. И вот в Казанской консерватории мы предприняли в рамках музыковедческого факультета этот эксперимент поначалу. В 2008 это был эксперимент. Педагоги кафедры, те, кто готов был экспериментировать, взяли на себя труд разработать новые курсы. Это были курсы музыкальной журналистики, музыкального менеджмента. Конечно, мы использовали опыт других консерваторий, института имени Гнесиных тогда, еще института. И на вот этой базе, на базе теоретико-композиторского факультета, впервые мы провели такие курсы для исполнителей по желанию. Мне представляется, что вот эти специальности, они чрезвычайно важны, актуальны, и то, что в последнее время большой конкурс, особенно на музыкальную журналистику, вот это нас очень радует и подтверждает то, что действительно кафедра нужна. И нужно расширять эту работу, нужно расширять, прежде всего, практику, для того, чтобы студенты понимали, ради чего они работают, какова их перспектива. И нам представляется, что вот работа кафедры на будущем будет связана именно с повышением профессионального уровня, высокого уровня в преподавании всех вот тех дисциплин, которые необходимы для выпуска качественного специалиста. Республика Татарстан, наша родная республика, считается одной из самых продвинутых республик Российской Федерации.
Это не только в экономике, промышленности, сельскохозяйстве, мы впереди всех и по культуре, по науке, и, естественно, и музыкальном искусстве. А здесь в музыкальном искусстве впереди всех это, естественно, наша консерватория. Потому что если бы не было бы консерватории, у нас не было бы кадров, у нас не было бы профессиональных певцов, профессиональных музыкантов. Поэтому я сегодня не представляю музыкальное искусство нашей республики без консерватории. И будущее консерватории очень обнадеживает, потому что там сегодня кипит, бурлит жизнь, музыкальная жизнь. Там обучаются сегодня самые талантливые молодежь. И я поэтому считаю, что в будущем наше музыкальное искусство, музыкальная жизнь будет развиваться. Консерватория – это центр музыкального искусства, в котором образование, безусловно, играет важнейшую роль. Образование, наука, творчество, педагогика. Все эти ветви развиваются гармонично и дополняют друг друга, поскольку не все можно написать в книге.